Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева. И в начале главные темы выпуска. Правовые основы. Мероприятие проводится ежегодно в рамках повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей. В Грозном состоялся финал Республиканской олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных учреждений региона. Мастер своего дела. Кухня – это тоже своего рода история. В этом выпуске мы расскажем о президенте гильдии шеф-поваров Северного Кавказа Хадижат Мавлатовой. В спортивном комплексе «Олимпийск» прошли финальные поединки первенства СКФО по вольной борьбе среди юношей до 21 года. Смотрите в этом выпуске. Чеченские бойцы батальона «Запад Ахмат» Министерства обороны России находятся в постоянном поиске наиболее эффективных методов решения поставленных задач, отметил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Модернизация имеющихся сил и средств в этой работе занимает особое место. Одной из последних разработок наших умельцев стал собственный дрон «Камикадзе», позволяющий проводить точечные атаки на живую силу и технику противника. Аппарат неприхотлив в использовании, при этом, как показал тест, имеет высокую эффективность. Во второй школе селения Натеричное увековечили на память ее выпускника Эли Завраева. Боец ОМОН Ахмат-1 управления Росгвардии погиб на Украине, защищая традиционные ценности нашего народа. За проявленное мужество и отвагу награжден орденом мужества посмертно. Присутствующие выразили соболезнования родным и близким бойца, отметив, что подрастающее поколение должно знать и помнить своих героев. Masana devres khilshun. Bakhoy veshin de laren bin qozdah kana qozah khillerna kunz dolstol dika alerna ayl bodeg dich. Voychana na washna dikla wastur dikantor. Har ish de wush de ershtion. That's taagum ba wirsto sarda diez ershin. Samuhuma ba swich khuda diez de diezi khushwar. Ish shwart kente Ahmad Hacı'nı dakikalarını verdi. Dalde olboyluş, dalazvat обл дольце везендер окон. В учебном центре Бурунская Шелковского муниципалитета провели совместные тренировки под руководством первого заместителя начальника управления Росгвардии по региону Султана Рашаева. Занятия проходили с боевой стрельбой с привлечением минометной батареи и внештатных зенитных расчетов ОМОН Ахмат-1. Особое внимание уделялось использованию беспилотного летательного аппарата для ведения разведки, обслуживанию стрельбы артиллерии, а также выполнению огневых задач. Также учитывался опыт участия в СВО, что позволило отработать те вопросы, с которыми сталкиваются подразделения. В ходе занятий личный состав продемонстрировал высокий уровень навыков практических действий в одиночной подготовке и в составе подразделений. Иншаллах, с помощью Всевышнего Аллаха, Управление Росгвардии по Чеченской Республике готов выполнить любую задачу в любом направлении. Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин и главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича. Ахмат Сила. В Грозном состоялся финал Республиканской олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных учреждений региона. Участие приняли 4 команды. Подробнее о программе мероприятия расскажет Медина Мударова. 4 команды со всех районов республики, но победу одержит только одна. Игра состоит из 4 туров, после которых обучающиеся узнают о важности законов жизни человека и государства. Позади 2 этапа, и вот 3-й финал Республиканской олимпиады по избирательному праву. За звание победителя борются участники с Курчалоевского, Нажиюртовского, Натеричного и Наурского районов. Ребятам предстоит ответить на 25 вопросов. Казалось бы, задания нелегкие, и ответ на них найти будет сложно, но школьники справляются с этим отлично. На выборах в парламент Чеченской Республики в списке кандидатов может быть не менее 41, не более 62 кандидатов. Ответ принят. Участники устроили настоящий мозговой штурм. Эрудированность, начитанность и быстрая реакция – качества, без которых выиграть почти невозможно. Каждая команда хорошо подготовилась и показывает безупречные результаты.
По итогам первого тура команда-участник получили следующие результаты. Команда «Электорат» Надеждинского района 30 баллов, молодцы. Команда «Ахмат» Курчевского района 30 баллов, молодцы. Команда «Кандидат» Нажиртовского района 30 баллов, молодцы. И команда «Экстрим» Наурского района 27 баллов. Во втором туре участникам предстояло решить кроссворд. На выполнение задания дается 5 минут. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл. На третьем этапе соревновались уже капитаны команд. Вот и настал долгожданный момент. Жюри подвело итоги. Первое место заняла команда «Кандидата» Нажиртовского района. Второе взяли «Электорат» Надтеречного района. И третье досталось команде «Ахмата» из Курчалоя. Участники также получили призы и памятные подарки. Для ребят это хороший опыт двигаться дальше и познавать новое. Сегодняшняя игра была очень интересная. Команды были очень хорошо подготовлены. До объявления этого конкурса мы проводили регулярные репетиции, решали кроссворды, отвечали на вопросы, искали ответы. Подобные мероприятия ежегодно проводятся избирательной комиссией Чеченской Республики в рамках работы по правовому воспитанию молодых и будущих избирателей. Мы воспитываем молодежь. Впоследствии эти ребята становятся членами избирательных комиссий, что служит для нас большим примером для других учащихся. Участие в подобных олимпиадах – это не только проверка знаний, но и соприкосновение с политической сферой жизни и формирование гражданской позиции, что очень важно для подрастающего поколения. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Сейдимин Дудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации провело встречу с представителями татарского этноса. В ходе нее в здании администрации станицы Гребенской обсудили насущные вопросы, касающиеся сохранения национальной идентичности татар, проживающих на территории Чеченской Республики. Однако главной темой обсуждения стала специальная военная операция. Жителей призвали не верить и не распространять фейковые новости, тиражируемые с целью посеять смуту и панику в обществе. В это непростое время народ должен сплотиться для достижения общей цели – денацификации и демилитаризации Украины. Наши татары, они представлены сегодня и в сфере образования, и в сфере медицины, и в сфере культуры, и в органах государственной власти, в муниципальных органах власти. Представители татарского этноса, они принимают точно так же, как и другие наши братья, активное участие и в специальной военной операции на Украине, ведя непримиримую борьбу против фашизма, национализма и сатанизма. Герой нашего следующего сюжета – Хадижат Мавлатова, президент гильдии шеф-поваров Северного Кавказа. Она работает в ведущих ресторанах республики и сама разрабатывает кулинарные рецепты. Про ее успехи и достижения расскажет Луиза Яхьяева. Принято считать, что главное предназначение женщины – быть матерью и хозяйкой, но представительницы прекрасного пола успешно рушат эти стереотипы. Одна из женщин, которая преуспела в своем деле, Хадижат Мавлатова, на кухне ресторана «Грозный гриль-хаус». Она работает со дня его открытия 2,5 года, а ее поварской опыт 12 лет. Хадижат является 28-кратной чемпионкой мира по кулинарному искусству. Сейчас она уже сама является кулинарным экспертом. Бренд-шеф отдает команду, и на кухне все начинает кипеть, скворчать и томиться. Среди всего меню самое популярное блюдо у женщин – галушки с паназиатским соусом. Традиционная кухня во фьюжн-стиле одновременно нова и хорошо знакома. А как вы думаете, почему девушки предпочитают именно это блюдо? Вы знаете, нашу национальную кухню, мы его впитали с детства, его любят все. Но, естественно, хочется что-то современное, что-то новое попробовать. Как признается шеф, для нее это не просто работа, а целая жизнь. После 7 лет службы в юридической конторе по счастливому стечению обстоятельств Хадижат нашла свое призвание на кухне. За годы в кулинарной сфере, первые 3 из которых она работала без единого выходного, героиня успела обрести широкую славу в обществе. На ее мастер-классы съезжаются люди со всего мира. Авторское шоу показывает высокие рейтинги, а родственники и друзья гордятся ею. Я свидетель, можно сказать, ценный свидетель и ценный дегустатор всего, что она делала, всего, что она придумывала, и видела, как она упорно шла к своей цели.
Для всех она именитый кулинар, а для домашних любящая мама и жена. С этими ролями Хадижат Мувлатова старается справляться так же хорошо, несмотря на то, что времени, как она признается, совсем не хватает. Как мать она очень добрая, дети ее очень любят, просто восхищаются с ней. Она для детей не как мама, тоже как друг, товарищ, бро. Вот такие отношения у них. Младшая дочь, которая часто сопровождает маму в командировках, идет по ее стопам. Призовые места в конкурсах мирового уровня и для нее становятся обыденностью. Благо, рядом всегда есть хороший учитель. А вы к какому салату будете добавлять? Более 100 забытых и утерянных рецептов чеченской традиционной кухни Хадижат Мувлатова собирала 5 лет, объездила самые дальние и труднодоступные местности и стала главным консультантом книги Сталика Ханкишиева «Кухня чеченского народа», где собраны все эти блюда. Один раз полетела в Иорданию, где живут чеченцы, этнические чеченцы, которые куда переехали, и там у них даже собирала эти рецепты, потому что кухня — это тоже своего рода история. Для тех, с кем она работает, Хадижат стала не только наставником, но и надежным другом. Коллеги говорят о ней как о человеке, который всегда поможет и словом, и делом. У нас бывали такие моменты, когда не по рабочим вопросам мы с ней разговаривали, общались просто до начала рабочего дня. То есть, возможно, советы какие-то касательно? Да, элементарно из каких-то жизненных ситуаций она может помочь найти выход. Хадижат прошла длинный и вдохновляющий путь. Сама она говорит, что постоянно учится, а прекрасным дамам в их праздник оставляют приятное пожелание. Главное, любите себя и живите вкусно. Женщинам в политике, бизнесе, за рулем автомобиля или за штурвалом самолета всегда приходилось сложнее. Многие совмещают карьеру с домашними делами и тем не менее добиваются успехов в своей сфере. На войне и на мирном поприще они всегда становятся опорой для своего дома и страны. Луиза Яхьяева, Сайдымин Мусаев, Харон Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. Совсем скоро в республике состоится одно из самых ожидаемых гастрономических событий года – Хонгфест. Период употребления в пищу одного из любимых чеченских блюд черемши в самом разгаре, и ознаменовывается он проведением фестиваля, который за многие годы успел полюбиться не только жителям субъекта, но и его гостям. Организатором является Министерство Чеченской Республики по туризму. В этом году мероприятие будет проходить в ином формате. В этом году фестиваль Хонгфест будет проходить в заочном формате. Что это значит? Это значит, что рестораны, которые хотят принять участие, будут готовить блюда из черемши. Они, естественно, подают в министерство заявку для участия, и наше компетентное жюри, в составе которого и именитые шеф-повара, и известные личности нашего региона, будут каждый вечер ездить по ресторанам, пробовать блюда и оценивать их по 5-бальной шкале. Побеждает тот ресторан, который набрал большее количество баллов. Интересный факт касательно этого фестиваля в этом году. По итогу фестиваля будет издана книга с блюдами из черемши, и фотографии будут участников фестиваля. То есть это будет такая первая кулинарная книга с рецептами блюд из черемши. В спортивном комплексе «Олимпийск» прошли финальные поединки первенства СКФО по вольной борьбе среди юношей до 21 года. Определились победители в 10 весовых категориях, каждой по 6 призеров, которые теперь смогут проявить себя в первенстве России. Участие приняли спортсмены из 7 регионов Северного Кавказа. Поединки судили высококвалифицированные специалисты. У нас, конечно, очень зрелищный вид спорта. И в каждом зрелищном виде, и когда борцы показывают техничную борьбу, конечно, трудно судить. Но здесь квалифицированные судьи, которые могут обеспечить честное судейство на этих соревнованиях. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.